Представить современный мир без транспорта нереально, однако около 80% губительных для экологии выхлопов приходится именно на автомобили, количество которых каждый год возрастает. Впрочем, обезопасить атмосферу, при этом сохранив незаменимое средство передвижения, все-таки можно с помощью альтернативных видов топлива, в том числе газомоторного. Установлено, что от транспорта на метановом горючем в атмосферу попадает в 10 раз меньше вредных выбросов. И потому сегодня метан – наиболее экологичное топливо в стране. Более того, такое топливо выгодно и для владельцев автомобилей. Во-первых, оно в несколько раз дешевле привычного бензина. Цена за кубометр газа в нашей республике составляет чуть более 17 рублей. Ну и во-вторых, газомоторное топливо продлевает жизнь транспортному двигателю почти в 1,5 раза. За счет сгорания метана сердце машины изнашивается гораздо меньше. В 2014 году на федеральном уровне была поставлена задача по увеличению транспорта на метановом топливе, в которую входит и расширение газозаправочной структуры. К 2024 году в России в эксплуатацию планируется ввести более 300 тысяч единиц газомоторной техники. Производители сегодня предлагают широкий модельный ряд транспорта – легкового, грузового, пассажирского, а также различных видов специальной техники. В популяризации экотоплива активно участвует и Республика Коми. Так, в ноябре текущего года для владельцев газомоторного транспорта Госсовет ввел специальную налоговую льготу в виде снижения ставки транспортного налога на 50%. Такая скидка как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками. Начнет действовать уже с 1 января. На ноябрьском совещании в Ухте по инициативе директора ООО «Газпром-Трансгаз Ухта» Александра Гайворонского потенциальным потребителям рассказали о возможностях использования транспорта на газомоторном топливе. Среди участников – автопроизводители, представители муниципалитетов и госструктур региона. В ходе заседания обсудили и ряд дополнительных действий по распространению транспорта на природном топливе в регионе. Так, например, свой автопарк предприятие уже несколько лет активно переводит на метан, экономя бюджет и сберегая окружающую среду. Мы точно так же, в общем-то, долго, наверное, разговаривали обо всем. Но вот конкретные шаги, которые были предприняты нашим дочерним обществом и, в общем-то, могут быть предприняты любым другим потребителем. Мы здесь, значит, в двух ипостасях. Мы, с одной стороны, и поставщики газа, и сами же и потребители этого газа в части использования газомоторной техники. И вот на своем примере хотели показать, что все это возможно, что сегодня нет, в общем-то, никаких принципиальных противоречий и каких-то принципиальных нерешенных проблем. Да, есть, скажем так, задачи, которые сегодня еще предстоит решать, но несмотря на вот эти задачи, которые, в общем-то, есть и будут всегда, возможность такая есть сегодня абсолютно у каждой компании. Переход на экологичный вид транспорта уже начался в столице нашей республики. Пассажиров на городских маршрутах в Сыктывкаре возят десятки нефазов на метане. Еще 30 экоавтобусами столичный автобусный парк обогатится в ближайшее время. В Коми действуют 5 газомоторных заправок в Сыктывкаре, Микуне, Синдаре, Ухте, Вуктыле. Строительство еще одной уже планируется в Сыктывкаре. А значит, топливо будущего станет еще доступнее, а число транспорта на метане будет расти.